Уважаемый Муслим Магоматович, уважаемый Жамбулат Вахидович, уважаемое высокое собрание, участники юбилейных торжеств. Разрешите и нам от имени научной общественности Осетии поздравить своих коллег из Братской Чеченской Республики с юбилейной датой, 30-летием со дня основания Чеченской Академии Наук, и передать самые добрые чувства, пожелания дальнейших успехов и новых научных достижений. Создание в драматические 90-е годы Академии наук Чеченской Республики стало знаменательным событием, историческую значимость которого мы можем оценить только сегодня. За 3 десятилетия своего существования Академия наук достигла впечатляющих успехов в научном обеспечении социально-экономического и культурного развития республики, неуклонно следуя курсу, выраженному формулой, словами, которые сегодня здесь уже звучали. Знание – главная сила современного общества. Мы будем возрождать и строить нашу республику через спорт, образование и науку. Это слова великого человека Ахмада Хаджи Кадырова, имя которого стало национальным символом чеченского народа. Созидательная сила его идей вдохновляет не только чеченский народ, но и народы Северного Кавказа, народы всей России. Хотелось бы отметить, что в нашем случае дружба народов чеченского и осетинского – это не только исторические традиции и взаимное культурное привержение, но и активное сотрудничество и плодотворное сотворчество. Проиллюстрирую сказанное примером из области истории этнографии. Так, в деле исследования сино-войнахских историко-культурных связей особо важными считаются труды известного ученого-кавказоведа профессора Бориса Александровича Калоева. В результате длительной полевой работы в Чечне и Ингушетии им опубликованы солидные научные исследования о войнахах и осетино-войнахских этнокультурных параллелях. Бориса Александровича связывали дружеские отношения с известным чеченским этнографом Ибрагимом Саидовым, который неоднократно сопровождал его в экспедициях по республике. Борис Александрович был научным руководителем и у талантливого чеченского этнографа Саид Магомед Хасиева. Мне приятно осознавать установившиеся между учеными наших республик научной связи, и здесь невозможно не отметить роль первого президента Академии наук Чеченской Республики, профессора Хамзата Исмаиловича Ибрагимова, Дала Гечную Нацюна, и экс-президента Академии наук Чечни, академика Шахрудина Айдиевича Гафурова. Радует научные контакты между Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований ВНЦРА и Институтом гуманитарных исследований Чеченской Академии наук, возглавляемой Зариной Владимировной Калмыковой и Суфьяном Султановичем Магоматовым, а также между комплексным научно-исследовательским институтом имени Ибрагимова Российской Академии наук, который возглавляет академик Ленар Керим Султанович Батаев, и Геофизическим институтом ВНЦРА под научным руководством профессора Залишвили Владислава Борисовича. В тысячелетней истории Северного Кавказа случалось разное. Трагедии, боль и, как итог, возрождение нации. Ярким примером, ярким свидетельством тому является новейшая история чеченского народа. И сегодня, находясь в этом зале, мы рады успехам республики, гордимся достижениями коллег и желаем братскому чеченскому народу мирного неба и дальнейших успехов во всех благих начинаниях. Спасибо вам.